Маленький Расул, несмотря на свой 4-летний возраст, уже знает, что право принимать участие в выборах закреплено за каждым жителем страны индивидуально. В 5-й Малгобекской школе сегодня, несмотря на отсутствие уроков, много народу. Жители Малгобека и 1-го микрорайона приходят сюда, чтобы сделать столь важный для страны выбор. Хотелось бы отметить, что сегодня народ и явка, вы видите, какая у нас здесь. Люди идут, голосуют, настроение хорошее, погода у нас отличная в городе. Я бы хотел поблагодарить всех жителей Малгобека, которые сегодня изъявили желание проявить свою гражданскую позицию, сделать свой выбор. Выбор президента Российской Федерации – это выбор будущего. Я всех еще раз призываю, чтобы мы все вышли, пришли на участки избирательные и выбрали свое будущее. На избирательном участке номер 38 для комфортного голосования есть буквально все. Помещение для намаза, место для отдыха, комната матери ребенка и медпункт на случай, если кому-то из избирателей понадобится медицинская помощь. Словом, выборы проходят на высоком организационном уровне. Мы неплохую агитацию провели на участке, оформили свой участок хорошо, как вы видели, и с улицы, и это приглашаем всех голосовать. Следующий избирательный участок расположился в Доме культуры города Воинской Славы. Здесь, помимо самой процедуры голосования, предусмотрена концертная программа с участием звезд ингушской эстрады. А вот одним из первых проголосовал Харон Саутиев. Мы сегодня выбираем не то, что президента, мы сегодня выбираем будущее. И поэтому, я считаю, сегодняшний выбор – это как никогда ответственен. Принять участие в самом важном политическом событии в стране в первый раз, да еще и день своего 18-летия, не каждому выпадает такая возможность. Соля Бекбузаров из числа счастливчиков, у которого 18 марта день рождения. Выбор сделан, бюллетень опущен в урну. Также именинника ожидал приятный сюрприз – подарок от избиркома. Каждый должен прийти на избирательный участок и отдать свой голос, потому что он может быть решающим. Значимое событие для нашей страны и для истории, и желательно, чтобы все присутствовали на выборах и все проголосовали за выбранного кандидата. Каждый решает свою судьбу сам. Если ты решаешь свою судьбу, значит, приди проголосуй, за кого ты желаешь. На каждом избирательном участке недалеко от урн для голосования можно сделать и другой выбор, уже более локальный. Проект «Комфортная городская среда» предлагает улучшение условий города. В Малгобеке в этом направлении уже много сделано, но, как говорится, нет предела совершенству. улицы нахшаш выбирать мне ос. Аста аз базра ехолда аюдежа улицы народила улица же сука ташта яха улицы за ю городе стоящая декрецию играл. Гайдар Алиева хочу за выбрать. Избирательный участок, расположенный в 3-й школе Малгобека, тоже подготовил концертную программу для создания праздничного настроения избирателей. В числе первых сегодня пришел на избирательный участок Илом Али Арсамаков. Мужчина не только проголосовал в пользу достойного, по его мнению, кандидата, но и принялся подбадривать народ зажигательными танцами. Вещи ворсак арвалвец, каштас бет, вен визу пача, ве халахар вец, ве хадж, цансагу хадж асешем, чунава де вен пейтбал мегит бутсанавде, ве камен пейтбал мегит бу, део до хол ваша хетер. А вот Билан Богатырев пришел со своей семьей. Мужчина со всей ответственностью отнесся к президентским выборам. Каждый уважающий себя житель России и Ингушетии, в частности, должен прийти сегодня в избирательный участок и проголосовать, считает он. Но это очень важно для нас, для России, для нашей всей страны большой. Надо прийти и отдать свой голос, за кого ты хочешь его отдать. Чтоб ты знал дальше, как мы жить будем, с кем, кто у нас президент будет. Избирательный участок в 3-й школе посетил и глава Ингушетии Юнусбек Кивкуров. Он поблагодарил жителей Малгобека и Малгобекского района за высокую явку на выборы и пожелал осмысленного выбора тем, кто еще не проголосовал. Именинник, который в свой день рождения пришел проголосовать, получил подарок из рук главы региона. Это далеко не весь список избирательных участков, что работают 18 марта в Малгобеке. Работы еще много, говорят в избиркоме. Но самое главное остается за гражданами – сделать правильный выбор. Зелимхан Калоев, Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.